Аузбилляхиминашшайторанирраджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, салам машаду махваш. Я приветствую всех наших слушателей, зрителей, всех, кто сегодня с нами. Я хочу начать наш разговор о самой такой обсуждаемой в российских средствах массовой информации темы о вручении Нобелевской премии Дмитрию Муратову. Сам этот факт, конечно, он заслуживает внимания, но я хочу, пользуясь случаем, во-первых, поздравить Дмитрия Муратова, моего давнейшего приятеля. Мы с ним знакомы уже лет 20. Искренне поздравить его от всей души с вручением такой высокой премии. И опять-таки также выразить свое глубокое разочарование высказываниями Дмитрия Муратова по отношению к чеченской проблеме и к чеченскому вопросу. Он в своих комментариях по поводу ситуации в Чечне, Дмитрий позволил себе упрекнуть чеченский народ в том, что они избрали сегодня действующего так называемого ставленника Путина своим лидером, и поэтому вся ответственность за все, что происходит сегодня в Чечне, ложится на чеченский народ. Это меня глубоко разочаровало, потому что Нобелевская премия, лауреат Нобелевской премии или Нобелевская премия, это не только престижно, но это еще очень ответственно. И поэтому делать вот такие заявления, как вы сами подчеркнули, Дима, негуманные, это, конечно, непозволительно лауреату Нобелевской премии. Будучи редактором главной газеты или же просто журналистом, вы можете высказывать свое мнение, личное мнение по любому вопросу. Но как лауреат Нобелевской премии мира, и тем более вы являетесь свидетелем порождения Кадырова, как его сотворили, и кто его сотворил, и кто его навязал чеченскому народу. Это не выбор, Рамзан Кадыров, не выбор чеченского народа. Ни он, ни Ахмед Кадыров. Они детище Путина. И не только одного Путина. Вся Россия, все сегменты российского общества, и демократы, и национал-шовинисты, и журналисты, и правозащитники в основном поддерживали подход Путина к чеченской проблеме. И в результате получилось то, что получилось. Как говорил покойный Черномырдин, хотели как лучше, получилось как всегда. И вот Кадыров тоже не исключение. Но я глубоко заверяю вас, Дима, и вашу собеседницу, что это не выбор чеченского народа. И, конечно, когда я говорю, что вы или российское общество, все сегменты российского общества, включая и демократов, и либералов, и шоу-бизнеса, его делали вместе с Путиным. Я хочу напомнить госпоже Собчак в 2008 году, когда она его называла «кавказский мужчина номер один», что он достоин хвалебных высказываний и комплиментов, он тот период даже, можно сказать, членораздельно не мог разговаривать на русском языке. Сейчас-то он хоть с трудом, но произносит несколько фраз «Путин мой кумир, и я его люблю». Тогда он это даже не мог произносить, госпожа Собчак. А вы его уже представляли лидером не только чеченского народа, но и всего Кавказа и кавказских народов. Поэтому глубоко несправедливо ваше отношение к сегодняшней ситуации в Чечне, если вы упрекаете чеченский народ в том, что они терпят Кадырова, они его будут терпеть до тех пор, пока вы терпите Путина. Пока Путин сидит в Кремле, Кадыров, Рамзан, к сожалению, будет находиться в республике как его ставленник, но не как лидер чеченского народа. Я вас уверяю, и вы в скором будущем, когда произойдут соответствующие перемены в самой России, вы убедитесь в том, что чеченский народ его не принял и не признал ни лидером, ни руководителем. Конечно, я понимаю, может быть, с моей стороны не совсем справедливо
конкретизировать вот отношение российского общества к чеченской проблеме, вот конкретно предъявляя претензии или выражая несогласие с Дмитрием Мурадовым или с госпожой Ксенией Собчак. Основой античеченской политики в России всегда являлся принцип истребить или покорить. Можно хронологически провести доказательства этому от царской России к советской, от советской России к путинской. Как раз в своей книге я пытался донести до читателя и до чеченцев, и для русских, которые действительно искренне переживают за все, что происходит между нашими народами. Я не говорю уже между нашими государствами и странами, потому что Россия уже на протяжении нескольких веков не позволяет чеченцам построить собственное государство. Делались несколько попыток, но они всегда заканчивались оккупацией российской стороны, России, оккупацией России, нашей территории, нашего государства. И сейчас происходит то же самое. И поэтому в своей книге я попытался увязать вот эти моменты, начиная с царской России к современной России. Я в своей книге и написал: современные российские правозащитники, демократы, считают себя духовными наследниками декабристов, которые в 1825 году выступили против российского монархического абсолютизма с программой широких либеральных реформ. Однако весьма познавательно посмотреть, что предлагалось декабристами относительно кавказских горцев, в том числе, разумеется, и чеченцев. Для этого откроем проект новой демократической конституции для России «Русская правда», составленный одним из лидеров и главных идеологов декабристов Павлом Пестелем. Несмотря на весь либерализм своих воззрений, на всю прогрессивность своего проекта Конституции, в которой он предлагал упразднение крепостного права и уравнение всех граждан России в правах, весь демократизм Пестеля удивительным образом улетучивается, когда он касается проблем Кавказа. Во второй главе своей Конституции о племенах России, населяющих, Пестель предлагает буквально следующее, цитирую: «Принимая к тому соображение, что все опыты доказали уже неоспоримым образом невозможность склонить сии народы к спокойствию средствами кроткими и дружелюбными, разрешается временное верховное правление. Первое. Решительно покорить все народы, живущие, и все земли, лежащие к северу от границы между Россией и Персией, а равно и Турцией. Второе. Разделить все сии кавказские народы на два разряда – мирные и буйные. Первых оставить в их жилищах и дать им российское правление и устройство, а вторых силой переселить во внутренность России, раздробив их малыми количествами по всем русским волостям. И третье. Завести в Кавказской земле русские селения и сим русским перераздать земли, отнятые у прежних буйных жителей, дабы сим способом изгладить на Кавказе даже все признаки прежних его обитателей и обратить сей край в спокойную и благоустроенную область русскую». Таким образом, автором проекта депортации чеченцев и некоторых других народов заселением освобожденных земель русскими колонистами является отнюдь не кровавый диктатор Иосиф Сталин, а либерал и демократ Павел Пестель. Интересно также, что и царь Николай I, повесив Павла Пестеля в числе 5 главных инициаторов восстания, чуть ли не слово в слово повторяет предложение казненного демократа в своем знаменитом рескрипте наместнику на Кавказе генералу Паскевичу. Цитирую: «Кончив таким образом одно славное дело, войну с Турцией, предстоит
вам другое в моих глазах столь же славное, а в рассуждениях прямых польз гораздо важнее усмирение навсегда горских народов или истребление непокорных. Вот этот подход России к чеченской проблеме продолжается по сей день. В России менялись цари, генсеки и президенты, менялось политическое устройство, монархия сменилась на демократию. Но главная установка России в отношении чеченцев не менялась никогда. И это являлся принцип покорить или истребить. Вот этот принцип не менялся никогда. В Кавказскую войну мы потеряли более 70% населения. Вот в последних двух войнах более 250, около 250 тысяч человек, 42 тысячи из них дети. Более 500 тысяч чеченцев были вынуждены покинуть свою родину в поисках убежища по всему миру. Покорить или истребить. Нет ни одного поколения чеченцев с конца 18 столетия, которое не испытало бы на себе эту неизменную российскую политику. Я хочу провести параллели от Пестеля до Сталина, от Сталина до Путина. Что здесь я имею в виду? Депортация 1944 года практически реализована Сталином слово в слово, вот как об этом расписал в своей новой конституции Павел Пестель. Черномырдин, почему от Сталина до Путина? Черномырдин, выступая на НТВ в 1999 году, в начале Второй российско-чеченской войны, была передача, куда пригласили всех 4 бывших премьер-министров. Черномырдин, Степашин, Кириенко и Примаков. И отвечая на вопрос о ситуации в Чечне, Черномырдин высказал буквально следующее. Он сказал, что все должны отнестись с пониманием к тому, что делает Путин сегодня в Чечне. Он взялся за дело, которое не удалось довершить или завершить Сталину. Обратите внимание, депортация 1944 года, которую осуществил советская власть в лице Сталина, стоила чеченцам более 50% населения. Более 50% населения было убито. И Черномырдин говорит, что Путин взялся за дело, которое не удалось завершить. То есть речь идет, мы можем себе только представить, что в голове у Черномырдина, когда он говорит, что он пытается сделать то, что не удалось сделать Сталину. Также мы можем вспомнить великого демократа Ельцина, который, представляя Путина, когда он ему передавал власть, сказал буквально следующее. Хлопнув его по плечу, он сказал, что Путин, вот этот человек, президент, это окончательное решение чеченского вопроса. Также великий российский демократ Чубайс, стоя на руинах города Грозного в начале Второй российско-чеченской войны, сказал и упрекнул всех, кто сегодня критикует российскую армию, они предатели, ибо российская армия возрождается в Чечне. То есть вот это подход российского общества к чеченской трагедии. И вот принцип покорить или истребить, он сохранялся вечно. Чтобы опять-таки быть неголословным, я хочу прочитать вам еще небольшой отрывок из своей книги. Это относительно российских правозащитников. Показательной иллюстрацией к этому является следующий случай. Как известно, с 10 по 14 декабря 2004 года в российском городе Благовещенске ОМОН провел жесткую карательную акцию против жителей, в результате которой до 1500 человек, включая стариков, детей и женщин, были захвачены в своих домах и на улицах подверглись бесчеловечным побоям, пыткам и изнасилованиям. Многие из них стали инвалидами на всю жизнь. Этот случай получил резонанс в российских средствах массовой информации, а также получил огласку тот факт, что ОМОН действовал в полном соответствии с секретным внутренним указом по МВД за номером 870.
После этого известная правозащитница, покойная ныне председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева призналась о том, что, цитирую, «Мы знали о существовании такого секретного указа в МВД, но мы думали, что он распространяется только на Чечню. Но, как оказалось, этот указ распространяется на всю Россию». Вот такой вот избирательный гуманизм у российских правозащитников. Пока российские войска и ОМОНы бесчинствовали в Чечне, российские правозащитники молчали про этот секретный указ и стали протестовать только после того, как в Минюсте Российской Федерации им объяснили, что действие указа распространяется на всю территорию России. Если мы это проглотим, то получится, цитирую, это высказывание самой Алексеевой, если мы это проглотим, то получится, что выйду я из своей квартиры на Арбат, а там ОМОН бьет всех. Кто вышел прогуляться, это самое страшное, что происходит сейчас в России, добавила Людмила Алексеевна по поводу этого указа в другом своем интервью. Однако российским правозащитникам пришлось все же проглотить это, несмотря на свое возмущение тем, что пытки, избиения и убийства, с которыми они без всяких душевных терзаний мирились, вырвались из чеченского лагеря смерти на российские просторы. И, кстати сказать, Людмила Алексеевна, несмотря на свой преклонный возраст, сама испытала на практике крепкую хватку ОМОНовцев, которые доставили ее в отделение милиции прямо в костюме Снегурочки. Правда, произошло это не на Арбате, как она предрекала, а на Триумфальной площади, где 31 декабря 2009 года правозащитница принимала участие в демонстрации протеста против путинского режима. Как мы видим, в отдельно взятом регионе не может зло и насилие все время сосредоточиться, оно распространяется вокруг. И поэтому мы начали разговор с разговора Дмитрия Мурадова и Ксении Собчак о том, что чеченцы несут ответственность за действия Рамзана Кадырова. Я к этому привел вот все эти высказывания и отрывки из своей книги, чтобы показать, что все это зарождалось в России. И все помогали Путину путинизировать Чечню, которую в последующем, как мы говорили в прошлой беседе, Путин начал переносить на всю Россию. Путинизм испытывался, создавался, укреплялся именно на чеченцах и на нашей оккупированной России территории. И поэтому ответственность за все, что происходит сегодня и в Чечне, и в самой России, и в международных делах, ответственность в большей степени ложится на российскую общественность, на российское общество, которое по сегодняшний день потворствует Путину в его античеловеческой политике по всему миру уже. Путин и Россия давно перестали быть исключительной проблемой чеченцев и чеченского народа. Мы этому не злорадствуем, но мы ждем своего часа. И я вас уверяю, Дима, и вас, и госпожу Собчак, и всех, кто сегодня наблюдает за ситуацией в Чечне, я могу заверить вас, что чеченцы выжидают момент, когда они изменят существующий формат власти на территории Чечни. Но сначала этому должно предшествовать некоторые события в самой России. И вы в этом убедитесь. А сейчас я хочу ответить на несколько вопросов, которые передали мне мои помощники. Вопрос от пользователя Канкул ТВ. Не удалось ли вам задокументировать показания Атлангериева о встрече Ахмата Кадырова с Путиным в 2008 году за спиной законно избранного президента ЧРИ Аслана Масхадова? Второй вопрос. Об этой ли встрече имел в виду Путин, когда признался, что Ахмат Кадыров сам явился к нему в Москву? Так, относительно первой части вашего вопроса, задокументированы ли встречи или показания Атлангериева по поводу поездки или по поводу встречи Кадырова-старшего с Путиным. Дело в том, что еще в 1998-1999 году, когда прошла эта встреча, уже наши соответствующие структуры доложили Аслану Масхадову об этой встрече.
Ввиду того, что у спецслужб есть своя методика работы. Когда они рассекречивают или устанавливают человека, который ведет подрывную деятельность, или человек, который совершил государственную измену, до поры до времени этого человека не задерживают и не привлекают к ответственности с тем, чтобы побольше получить информации и проследить за другими контактами этого субъекта. И это же самое произошло и с Ахматом Кадыровым. Поэтому его раньше времени, его тогда и не задержали, и публично никто не стал комментировать его поездку туда. А относительно задокументировано это или нет, безусловно, все это задокументировано, на это заведено уголовное дело, в принципе, было даже судебное решение по поводу государственной измены Ахмада Кадырова старшего. Поэтому это все было зафиксировано, и всему была дана еще оценка, не только политическая оценка, но и правовая. То есть тогдашний шариатский суд вынес свое решение по поводу Кадырова. До решения этого суда еще одна попытка была изменить ситуацию. Я точно знаю, что Ваха Арсанов, вице-президент, он встречался с дядей Ахмата Кадырова, Цюнтевич Ицани, и он говорил с ним по поводу измены Кадырова. И тот сказал: да, я знаю, что он совершил это, но я не могу ничего сделать, ибо они меня убьют. Это вот слова его родного дяди, который сказал, что он знает о государственной измене его племянника, но никак не может на это повлиять, потому что он знает, что его могут убить, если он об этом заявит публично. Поэтому все эти моменты, о которых мы говорили в прошлой беседе, они были зафиксированы и на бытовом уровне, и, конечно, абсолютно официально. То есть те структуры, которые должны были заниматься этим, и занимались. Здесь был еще один вопрос. Почему, мол, тогда их не остановили и не привлекли сразу к ответственности, и тем самым можно было бы предотвратить начало Второй российско-чеченской войны? Нет, это было невозможно, потому что война была запланирована не Кадыровым и Удуговым. Война была запланирована Россией, Путиным и Ельциным, Степашиным или, скажем так, высшим руководством России. А Удугов и Кадыров являлись инструментами реализации их проекта для того, чтобы начать Вторую российско-чеченскую войну. И они сыграли определенную роль, способствуя тому, чтобы каким-то образом оправдать вторую агрессию со стороны России. Это был и поход в Дагестан, это было и внутреннее противостояние между чеченцами. И уже можно сказать, к этому времени чеченцы были разделены на два лагеря. Последователи традиционного ислама, который представлял Кадыров, и последователи чистого ислама, который представлял Удугов и Иса Умаров. Поэтому задержанием или же привлечением к ответственности Удугова или же Кадырова невозможно было предотвратить войну. Но зная уже этот сценарий, Аслан Масхадов и официальные структуры власти сделали все возможное, чтобы первый сценарий, который был запланирован российским руководством, им не удалось реализовать именно потому, что мы знали, и Масхадов знал, и правительство знало, кто и каким образом этот вариант должен быть реализован. То есть начало гражданской войны на основе вот этого религиозного противостояния между чеченцами. Уже чеченский народ не просто был чеченское общество, уже на этих сторонах, и на той, и на другой стороне стояли вооруженные до зубов люди, которые готовы были отстаивать свою позицию, в частности религиозную позицию в данном случае. Вот в этом и был, наверное, весь ужас, если бы чеченцы начали бы убивать друг друга с возгласами «Аллах Акбар». Вот чего и планировали российские, и чему способствовали Кадыров и Удугов. Теперь по второй части вашего вопроса. Путин
именно эту встречу имел в виду или нет. Я не знаю, что имел Путин, когда говорил о Кадырове, что он сам пришел. Потому что Кадыров пришел к нему не один раз. Кадыров с ними встречался несколько раз. Первая встреча была организована Атлангириевым, а вторая встреча уже как бы в соответствии с теми обязательствами, которые взял на себя агент Кадыров. Они встречались регулярно, и Кадыров докладывал об успехах или о тех моментах, которые ему не удалось реализовать. Но ему точно удалось реализовать это то, о чем мы с вами говорили. О встрече, когда они собрали ведущих командиров. Это, я тогда сказал, это ведущих командиров, когда они собрали 32 генерала, 32 бригадных генерала собрались у Кадырова в Хосе-Юрте. И поэтому вот эти 32 генерала, которые присягнули на верность Ахмаду Кадырову, вот это являлось очень мощной поддержкой и убедительным фактором для Путина, чтобы он в свою очередь убедил Ельцина. Дело в том, что мне наши товарищи подсказали один момент относительно вот наших обвинений в адрес Кадырова и Удугова, что русские специально этот вариант использовали их с тем, чтобы в последующем, когда будет международное разбирательство в агрессии, чтобы вину свалить на самих чеченцев, что якобы сами чеченцы спровоцировали эту войну и настояли на этом. Нет, это не так. В любом случае у нас это задокументировано, как оно было. Они их использовали в качестве агентов, а таких случаев в мировой практике было очень много. Используются разведданные и своя агентура. В частности, это же самое было относительно и Удугова, и Кадырова. И поэтому никак ни Путину, ни всем тем, кто совершили преступления против чеченского народа, военные преступления, не удастся таким образом снять с себя ответственность, потому что ответственность полностью ложится на российское руководство. Мансур Адиев. Уважаемый Ахмед, какой конституции вы придерживаетесь? Дудаевской 1991 года или переделанной 2002 года? Мансур, дело в том, что у нас есть одна конституция. Она не 91 года и не 2002 года. Наша конституция принята в 1992 году. И я, и наше руководство придерживаются именно вот этой конституции. Вот в 1999 году, когда Аслан Масхадов издал указ о введении шариатского управления, полного шариатского управления по всей территории республики, через несколько дней парламент Чеченской Республики наложил вето на этот указ и приостановил действие этого указа. В ответ на это президент Масхадов приостановил законотворческую деятельность самого парламента. И также и сразу же издал указ о сформировании Государственной комиссии по разработке и подготовке новой Конституции. Я был назначен председателем этой комиссии. И, в принципе, все эти моменты были согласованы руководством парламента и чеченским президентом Асланом Масхадовым. То есть руководство парламента и руководство республики в лице Масхадова уже, в принципе, просчитали эти моменты с этими указами и с ветом указа, на указа и на постановление, с тем, чтобы сформировать вот эту государственную комиссию. И эта государственная комиссия работала несколько месяцев. И мы написали новую конституцию для Чеченской Республики. Но дело в том, что началась Вторая российско-чеченская война, и мы не успели законным образом принять эту новую конституцию. Ни провести референдум, не передать его в парламент, чтобы парламент вынес решение о принятии этой новой конституции. И вот в связи с этим, в связи с началом Второй Чеченской войны, сложилась ситуация не совсем понятная для бойцов чеченского сопротивления. Одни придерживались или хотели придерживаться вот к конституции, к новой конституции, которая была принята, которая была написана, но не была еще принята.
Другая часть придерживалась, естественно, стояли на основе вот этой конституции от 92 года. Дело в том, что вот в тот период, сложившийся период, Государственный комитет обороны, в последующем переименованный в 2002 году Государственный комитет обороны Меджлисуль-Шура Чираи, этот орган являлся высшим органом государственной власти. Работа законодательная, законотворческая деятельность парламента была приостановлена. Президент стал главой государства в связи с введением военного положения. И он имел право принимать любые решения. Но ни он, ни Государственный комитет обороны не имели права менять Конституцию. И, естественно, они его не меняли. Дело в том, что то, что произошло в 2002 году, это было принято дополнение, изменение к положению о Государственном комитете обороны. Меджлисуль-Шура в последующем, как он назывался. Вот сегодня вот это решение и вот эта правовая основа является тем легитимным способом обеспечения преемственности власти в Чеченской Республике. Вот сколько бы сейчас ситуация не сохранялась в сегодняшнем положении, то есть сколько бы ни длилась оккупация Чеченской Республики, правопреемственность легитимных структур власти будет обеспечена именно на основе вот тех решений. И поэтому мы и на круглом столе в Швеции, который прошел в прошлом году, мы как раз и разъясняли вот эту ситуацию всем участникам круглого стола и объясняли, на какой правовой основе на сегодняшний день находятся официальные легитимные структуры власти. Поэтому Конституция у нас одна, она принята в 1992 году. Шариатские суды были введены, в статье 95-96 было дополнение внесено, что в республике действуют шариатские суды. Одна из статей Конституции, что религия является государственной, ислам является государственной религией, это тоже еще было до этого, внесена вот такая поправка в Конституцию. А в целом мы руководствуемся Конституцией 1992 года. Я надеюсь, что я достаточно объяснил. Если будут вопросы по этому поводу, я думаю, что мы можем и поговорить еще раз. Ахмед, этот вопрос от Ибрагима. Ахмед, в прошлом году ты на немецком ТВ сказал, что каждый чеченец, который ездил домой, это агент ФСБ. В Ютубе есть запись. Я был 2 раза дома за последние 24 года. Считаешь ли ты нас, как агентов ФСБ, надо лишить немецких документов? Дело в том, что я не знаю, вы являетесь агентом ФСБ или нет. Если бы я это знал бы точно, я сказал бы, да, я считаю, что немецкие власти должны вас лишить вашего статуса, документов и отправить, и депортировать в Россию. Но я этого факта не знаю, поэтому я не могу ответить на вторую часть вашего вопроса. Относительно первой части вашего вопроса, на ТВ с Райт Шустером на немецкой волне я сказал о том, что люди, которые ездят домой, да, была использована фраза «все», но через буквально, если вы просмотрите еще раз, 30-40 секунд я поправил, я сказал, что именно те, кто сегодня стоят с лозунгами «Ахмад, сила» и «Кадыров, наш президент» в городе Гамбурге, что эти люди являются агентами ФСБ и что они завербованы. Относительно теперь все и среди. Ни для кого не секрет, что белую еще с тех времен царская охранка, которая перешла в чекисты, они использовали белую иммиграцию использовали как свою агентуру на Западе и в западных странах. И эта практика, и эти методы использовались в современной России чекистами, то есть ФСБшниками. И об этом есть официальное заявление сотрудников ФСБ, который занимался вербовкой тех, кто засылали в Европу в качестве политических беженцев. И я хочу вас заверить всех, что среди тех, кто сегодня получили политическое убежище, политический статус, есть российские агенты. И я
в этом нисколько не сомневаюсь. А теперь все и среди тех, кто ездит сегодня в Чечню, есть российская агентура. Вот этот принцип, еще будучи студентом, мы готовили в Воронеже, Воронежский театральный институт, который я заканчивал, у нас была дипломная работа. Дипломная работа, мы по роману Надара Думбадзе «Белые флаги» поставили спектакль, студенческий спектакль, как дипломную работу. И я в этом спектакле, в этой постановке играл главную роль Зазу Накашидзе. 17 лет парень попадает в тюрьму. И вот Надар Думбадзе описывает вот тюремную жизнь этого советского периода. И есть один такой вот момент, который используется руководством тюремного, СИЗО, скажем так. В каждой камере есть наседка, они называют это наседка, человек, который работает и стучит на своих сокамерников. Но чтобы не рассекретить вот этого своего человека, который сидит в камере, начальство, тюремное начальство, месяц один раз или 2 недели один раз встречается со всеми людьми, которые сидят в камере. Вот он по одному вызывает к себе всех людей, которые сидят в этой камере. И, естественно, это делается для того, чтобы никто не мог друг на друга или друг друга подозревать. То есть подозревают все друг друга, во-первых. Это очень мощный фактор, что все друг друга подозревают, потому что они знают, что один среди них есть человек, который работает на начальника лагеря или начальника тюрьмы. Вот тот же принцип используется сегодня и российскими спецслужбами, как чем больше людей ездят домой и чем больше людей возвращаются обратно, тем им удобнее скрыть своих агентов, которые они сюда засылают. Потому что вот есть вы, которые, я не думаю, что вы агент ФСБ, но есть тот человек, который точно так же, как вы, ездили 2 или 3 раза домой, и он 100% является агентом ФСБ, и он докладывает российским спецслужбам, чем вы занимаетесь здесь, или чем вы живете и чем вы дышите. Поэтому тут обижаться, я думаю, нет никакого смысла. Я не подозреваю всех, кто ездит в Чечню, что они агенты, но я абсолютно уверен в том, что среди тех, кто ездит в Чечню регулярно, что среди них есть российская агентура. Я думаю, что это ни для кого и особого секрета и не составляет. Потому что вот эта агентура, которая среди нас находится, они замешаны и в убийствах, они замешаны и в том, что они проводят здесь какие-то пророссийские акции в поддержку Кадырова и Путина. Вот, естественно, эти люди являются их агентурой и их людьми, которые засланы в Европу с тем, чтобы проводить здесь путинскую политику, пропутинскую политику, или проводить путинизацию, которая идет и в Чечне, и теперь в самой России. То есть это абсолютно реальные вещи, и это нормальные вещи для любой спецслужбы. И российская спецслужба, я думаю, не является исключением. Хами махкой, амил дадерж ваш сум его кицавой цаблча, гуку аренц полч махквашка висткалали асум, кайкамбали асум. Вайца атепан шеку ячун. Нагасана вайвеш пачалкил, дахитталца, вай камхил, нохчи камхил, чак доллар дачун, вай камхил, дютер дачун, камхила, веш мех дехила. А веш пачалка, веш мех дехил чултяха, веш пачалка лан чултяха. Таган ваню амелил что, лума качен бацаш, ваню айол ледер лунш. Вейц وينيق عبوش بول سقيتم إزبريجي دعبيربو إزامنو دعبا قربو ويش بتشال قلا ديودلش أما يويش بتشال قلا ويش مخ داخل ويوحخو شوتة وي تانا هم ديها تصاخل تغندول شوالي حتى بيتي ويقطعام خلا ويدعور داتس ويدعور داتس
Tağına ots Putins daitin dol jalyaşı cerkvert alşu tağın şeyin duç dol idüyüşlerdir yu. Nohçı qami, nohçali, nohçı boştu. Huma cer duqeduq cer şeyh datetten gende qanduy und erçe tağın üç daitin boç. Cer veresne içediyes değil. Cer kepam geliyor. Nohçı kepliyor, cer nohçı mat büyüt cer, nohçı ilkş büyüt cer. Ama nohçalı tadaqyaç. Tağın şeyga dolştol ritsa, şeyga bolşbol nitsa. İderigi cer oynuqları nohçalı tadaqqa oste berzin bu. Oçint emiyuqaha tada udugawara haletsa cer bir ibolxa oynuq nohçalı tadaqş. Nohçalı tadaqyaç. Cer çaçor oste ahqiya dil, ahinstana I ariens dolstolch or otson teatn beşku ara ve hoşun nahbu I nohçal dadaqş. Taqtan tsaha ve tsahalt iqşul tahi ve tsahalt iqşul kigina serger I nohçal dadaqş ve tsahbol beş çigete verkayu. Tsugaha otstebol boç. Elm nahbu tser, jurist butser, baqi nahbu tser. Mussu teypana tagın teatın baluşuyor dol huma, os tagın teatın ba tün kuart jobol tün qiyatam khitsa os beş bolbu. Osan duhallatlun dek tsabedats. Tagına ve veş dolştek khillig lelligi. İditseli ho khilchuna lelchuna ve nismahat baqari. Nismahat baqarsi bi ve tant beş bol teatın ve yuhtu olur bats. Ve iodaqudats. Tsere o şey Suantalit, şey büyühalit, şey olmant ya zulüm, deştol zulmansa, jmel gen boyla ve tanmasalit yani gaydişo şunduyuz. Şey ezer dual şarah, iş şey naş duboş, bu savna, boy şara boyla kadirova lilçhinaha, tsara vi stag hawahi yustisti wahqus sarsa. شيناخي إتاك داول لترتسا تاق شولش مريحة إستاك حتساوعي نيخ كيرت وحكو السرتسار تاق داول لترتسا خوازلش مريح تسار إتاك حاوعي نيخ كيرت حاوعي وحاقو سي شاش ناخ أرقوقي هر شجعال أو دينشن هر أش وينيخ كشنشكا ويورت كشنشكا دعدو الله مقرداتشن هقون تيزيات واتيا مقرداتشن ولرتسا إذا ويلير هنز ويميلدي تندلهمش لا لوش ويقام حدير وصغوقا ريز دولشم صديحكر أما دهم داتسرنا دحال باق نت صغيرنا حديحكر قوي فهنز تيان قاتشوي تغنى التقوية شاش وتناغن تقبلغي استقبلش ناغن تقبلغي شاش شو تقوينا شون أما تقوينا جيبلا الشينت إلات ديز دنيا حالها ناغن جاقا ولي От шей тагвин вол шеш, тагвин вол шнахи и таг шеш винир олица. Мел дастам дела ой хал. Мел дастам дехканцар ой qom hum. Таганца яшнех кертел ялш. Шеш шунчил кайт яш дубоша. Тқашарек болас бол. Тқай ичеренг делдол кигинаха бақичнаган халга меркел белкшлестош. Измацхилла нохчнука, измацлеттен нохчук оманука. Я ихилахил ишт вайнтелят чак долитер дуэйс. Долитер дац. Сон цахиет вай долитер дуэт. Нохчук омо и долитер дуэт цахиет сон. Таган вай вайнтеа ницам бо, таган вайнтеа эра док, вайнтеа зулам до. Ам иншаллах дал вай қарца делашун, вай қарлу дачу, отсуман тела соцер дачу. Her murra вай халха леттен бушун. Тагана цан велах цан но хунду вай дин хундисен бош иду цан нодек und erche daran hat zalilushul khartsu zalilushul zulmasha idits вай тагана ettubu вай iditsa duts вай zalilushul khartsu und etsatoyjun tsundel dutse derigi do gamotan вай zil amma inshaallah dalnallaha цан ухиета цан умата her tadir zandats her wadadir ziterdats цан khiyech noqul
إن شاء الله دال ملا ويمخ برغت بيربو ويش بتشال خيرو ويقام خيردو ويبصود نش خيردو دال بوخش أورها ديل دوش لرديش ويمبيغمر صلى الله عليه وسلم تون سنة لرديش قام خيردو ويمخ كحا نيسو خيرو إن شاء الله دال ملا هر ظلم دين نخ وين ظلم ليلوش بولناخ ويجيبي قرقربو ساعات يبنسوت يعشيك وياتشون ويزغنولش الله دالا تغن ويش بولش قيتنسا ويش كا دولش هوق ويش ماشوني بولش لانسا دال قد يحشيك دولر لويو وزن دالا ماش عيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته